Пикетировавшие у офиса комитета против пыток сначала собрались в центре, узнав, что на сквере журналистов запланирована согласованная с властями акция против информационной войны с Чеченской Республикой. Потом эти люди отправились к офису коллег Каляпина. Это был марш против молчания. Комитет против пыток, которые комментируют все, даже самые незначительные происшествия в регионе, почему-то воздержался от каких-либо комментариев по поводу убийства Джамбулата Дадаева. Сотни людей, пришедших к офису организации, решили таким образом выразить протест против двойных стандартов так называемых правозащитников Комитета против пыток. Участниками пикета стали представители общественных организаций и граждане, которым не безразлично происходящее в регионе. Через некоторое время на балкон офиса вышли сотрудники комитета и заявили, что они не собираются защищать права преступника, подчеркнув, чтобы люди сами наняли адвокатов и занялись этим вопросом. После этого так называемые правозащитники спешно покинули офис через окна. Такой ответ сотрудников комитета вызвал гнев пикетирующих. Несколько молодых людей из толпы принялись немедленно громить офис комитета. Однако претензии участников пикета по делу Джамбулата Дадаева адресованы не только комитету против пыток, но и Главному следственному управлению Следственного комитета по СКФО. Люди спрашивают, почему прекращено дело по факту убийства Дадаева. В итоге к ним все же вышел представитель с официальным заявлением. Мы можем поговорить, мы можем обсудить, мы можем действительно выразить свои соболезнования, что я, кстати, и пользуясь случаем, выражаю соболезнования маме погибшего, семье, родственникам. Но существует, и я опять же говорю, мы в рамках правового поля все существуем. Вот адвокат сейчас свою позицию рассказал порядок своих действий, совершенно верные действия. То есть он обжалует действия следователя. И, соответственно, следователь будет отвечать на его запросы. Если запросы будут не соответствовать, если будет не соглашаться адвокат, у нас существует судебная возможность обжалования. И, в конце концов, объективную точку в этом нелегком вопросе, конечно, поставим. Если не органы предварительного следствия, обязательно есть у нас органы прокуратуры, надзорная инстанция, которая также будет все это проверять. Одиночно никто, ни следователь, никто одиночно на себя эту, скажем, ответственность не возьмет. Адвокат Заурбек Садаханов, выступающий в роли защитника интересов матери убитого Джамбулата Дадаева, отмечает, решение следственных органов по данному делу не является обоснованным с точки зрения закона. По словам юристов, в деле есть множество деталей, за которые отдельные должностные лица могут быть даже привлечены к уголовной ответственности. По поводу принятого господином Бастрыкиным постановления, я не согласен с вашим мнением, с тем, что он действовал в рамках своих полномочий. В рамках своих полномочий. Статья 39 УПК не распространяется на порядок возбуждения, отмены, обжалования решений. Эти положения стоят особняком. У него есть право отменять постановления процессуальные, которые не связаны ни с возбуждением, ни с отменой, ни с обжалованием. Потому что в той же мере, вот допустим, постановление об отказе возбуждения уголовного дела руководитель следственного органа может отменить, и это четко прописано. Участники пикета подчеркивают, это не акция против правозащитников, это возмущение простых людей по факту убийства и бездействия следственных органов и правозащитных организаций. Как отмечают собравшиеся, Джамбулат Дадаев был убит без суда и следствия. У полицейских Ставропольского края не было ни основания, ни права на такие действия, отмечают здесь. К сегодняшнему пикету присоединились и правозащитники. Звонит Памфилова Элла Александровна, это уполномоченный по правам человека России. И у них вот такая тема, как будто бы вот эти люди собрались против правозащитников Российской Федерации, против «Новой газеты», против комитета против пыток. Мы собрались против правозащитников. Против обмана. Против того, что, во-первых, эти люди освещают все на свете, свадьбу, все на свете, все, чего не касается вот того, что про это дело все умалчивают, понимаете? И сегодня вот эта дезинформация ушла в Москву и всех сполошила. Новая газета выдала информацию, что в Чечне собрался митинг против правозащитников, против Милашина и против комитета против пыток. Мы сегодня собрались против бездействия.
Зейрат Дадаева на пикет пришла с фотографией убитого сына. Женщина держится из последних сил. Джамбулата уже не вернешь, и сейчас она хочет только одного – справедливости. Не стреляйте, Бог ща. Иди, Эллерша. Адвокат Мурад Мусаев, который не понаслышке знает о расследовании подобных дел, подчеркивает, молчание Следственного комитета в этом случае вполне объяснимо. Исходя из той позиции, которую Следственный комитет занял изначально, о том, что правомерными были действия людей, которые застрелили человека среди города, надо думать, что эта версия не нашла подтверждения. В противном случае, поверьте мне, шла бы массированная пропаганда на эту тему. То есть говорили бы, вот, что проверка показала, свидетели говорят, что там задерживаемое лицо оказало сопротивление, все объективно подтверждено и так далее. Я думаю, что материалы проверки, результаты проверки дали прямо противоположный итог. И поэтому Следственный комитет выбрал из двух зол меньшее – молчать. Находясь в плену вот тех изначальных установок, не могут же они теперь сказать, что, слушайте, оказывается, действительно приехали из Ставрополя, никого в известность о своих действиях на месте не поставили, выпустили 2 пули в сердце и уехали. Знаете, у задержания в российском уголовном процессе и в законе о полиции есть очень много условностей. Есть множество требований закона, которые необходимо выполнить при задержании и после задержания. У применения силы и особенно огнестрельного оружия есть еще больше условностей, условий и требований к этому. Ничто из этого, на мой взгляд, соблюдено естественно не было. Тут какое-то такое хрестоматийное, почти бандитское нападение, когда человека заблокировали, расстреляли, пришел, увидел, победил, что называется. Насколько мне известно, не то, что этот человек, пусть он прибудет в раю, не был предупрежден о том, что происходит задержание, никто ему не представился, ни по каким признакам определить, что нападали на него сотрудники правоохранительных органов, было невозможно. Сопротивления он какого-либо не оказывал, при этом насилие было применено и при блокировке физическом автомобиля, и при стрельбе в него. То есть если брать вот те главы из статьи Уголовно-процессуального кодекса, и особенно закона о полиции, регламентирующий задержание, то, мне кажется, нарушен там был практически каждый пункт. И надо надеяться, что все-таки в конечном итоге объективная оценка этим действиям будет дана. Заявление по поводу прошедшего пикета сделал и глава республики. В приложении Instagram Кадыров отметил, что собравшиеся на митинг в сфере напротив Дома печати, в числе которых журналисты, общественные деятели, а также присоединившиеся к ним родственники Джамбулата Дадаева из Натеричного района, по чьей-то инициативе направились к дому, где расположен офис сводной мобильной группы Нижегородского комитета против пыток. По непроверенным данным, пишет Кадыров, инициатива исходила от сотрудников комитета. Но с митингующими никто не встретился. Неустановленные лица повредили офисную мебель, пишется в публикации. В результате принятых мер не было допущено насилия в отношении кого-либо. Немедленно вызванный глава Натеричного района Шамиль Куцаев увел людей. Родственники и участники акции позже пришли к Следственному управлению, где к ним сразу же вышел исполняющий обязанности генерал-майор юстиции Сергей Соколов. Он от имени правоохранительных органов Чечни выразил соболезнования матери погибшего. Соколов заверил Зейрат Дадаеву и ее адвоката в объективности доследственного расследования. Он подчеркнул, что будут приложены все усилия, чтобы проверка была тщательной и исчерпывающей. После этого родственники Дадаева и другие участники акции разъехались.
Анализ событий дает основание делать вывод, что сотрудники комитета преднамеренно спровоцировали инцидент, имея цель еще раз прославиться в мировой прессе, стать обладателями новых американских грантов. Нас беспокоит, что данные люди, не имеющие к правозащитной деятельности никакого отношения, систематически создают нервозную обстановку, пытаясь спровоцировать массовые беспорядки в Грозном. В то же время я еще раз повторяю, что нарушать закон не дозволено никому, и правоохранительными органами будут даны принципиальные оценки после соответствующей проверки всех обстоятельств событий. Напомним, что 24 апреля против ставропольских полицейских было заведено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Однако в тот же день постановление о возбуждении уголовного дела по неизвестным причинам отменил лично глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. После приостановки следствия дело было передано в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по СКФО. Однако и тут возникают вопросы. По словам адвоката Заурбека Садаханова, следователи намеренно бездействуют. Адвокат матери Заират Дадаевой собирается обжаловать действия следователей и обратиться в суд. Ахмед Джабраилов, Муслим Типаев, Хаважи Мунаев, Ибрагим Джамалдаев, Ибрагим Налаев. Новости.